откроете, я буду благодарна не от себя, а от его имени. На видеосвязи из Москвы двоюродная сестра Медхана Султана Алла Садлаева. Недавно прочла приятную новость в социальных сетях. Выдающемуся крымскому татарину на родине впервые установит памятник во весь рост. Он и герой, он и испытатель, он работал. Это человек 50 лет, достигший всего. Вот этот памятник его, красавцу, надо было поставить. Чтобы увековечить память советского героя, объединились общественники, архитекторы и местные власти. Определили несколько мест для возведения будущего мемориала. Первый на месте закладки памятного камня в центре кольцевой транспортной развязки в районе городского рынка. Этот небольшой участок находится между проезжими частями. Движение здесь круглосуточно. Добраться к островку проблематично. Для этого приходится нарушать правила дорожного движения. Люди вынуждены рисковать жизнью. Что уже говорить о проведении праздничных мероприятий. Территория не рассчитана для массовых сборов. Еще одним вариантом стал участок в районе арок на центральном рынке. Однако и здесь из-за технических ограничений оказалось невозможным приступить к работам. Разместить данный памятник на площади перед входом в центральный рынок был отклонен в связи того, что это место просто напичкано, насыщено коммуникациями всевозможными, и там разместить этот вопрос никак нереально. Чтобы люди могли свободно подойти к монументу, его возведут в сквере между переулком Пионерским и проспектом Кирова. Территорию уже полностью очистили от торговых объектов. Это место, где будет установлен памятник, оно замечательно само по себе. На нем растут замечательные зеленые насаждения, это прекрасные кедры. Части фасадов прилегающих зданий приведены в надлежащее санитарное состояние. Мы рассчитываем, что это место станет новым культурным субъектом, культурным объектом нашей столицы. На Совете крымских татар при главе республики год назад одобрили проект памятника. Над монументом высотой почти 5 метров уже работает известный скульптор Айдар Алиев. А здесь так ориентирован памятник, что он смотрит полностью на всю площадь. С любой точки площади мы можем видеть его грудь, его медали, его лицо, его, так сказать, возвышенность над горами нашими крымскими. Поэтому я считаю, место хорошее. Хорошее еще с точки зрения расположения и коммуникации. Воплощение в жизнь давней мечты сразу нескольких народов стало возможным только в российском Крыму. В ближайшее время среди крымско-татарских архитекторов объявят конкурс на благоустройство сквера, где возведут монумент. Работы начнутся уже в октябре. Айша Шулакова, Арсен Фукала, Рафаэль Вахидов, телеканал Милет.